Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Самхалырова. Завтра, 27 апреля, мы отмечаем День Республики. И дата особая для всего якутского народа. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. 102 года назад, в 1922 году, была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, ЯССР. Ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. У нас сегодня в гостях Юрий Иванович Семенов. Здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель Николаев-центра, библиотеки и архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Наталья Николаевна Малышева. Здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель директора Национального архива Республики Саха-Якутия. Еще раз от всей души я вас поздравляю с наступающим Днем Республики, который мы завтра масштабно будем отмечать у нас в регионе. Что для вас День Республики? День Республики для нас это большое историческое торжество справедливости, историческое событие, которое ознаменует победу человека, скажем, разумного, человека творческого, человека справедливого, потому что борьба нашего народа, да и других народов на всем постсоветском пространстве, которые более чем 300 с лишним лет назывались иные народы, и в 1922 году мы получили равные права со всеми народами в великом нашем Отечестве, которое тогда называлось Советский Союз, получили право автономии, получили государственность в составе РСФСР, СССР, получили Конституцию потом, которая определила, что мы являемся республикой, мы имеем право жить и творить на родной земле, возможность развиваться. Это добивались многие поколения. Не зря в своей книге наш первый президент Михаил Ефимович написал «К мечте моего народа», когда ознаменовал это большое историческое событие. Это во-первых. Во-вторых, именно в дань уважения к отцам-основателям республики, ко всей якутской интеллигенции, передовым людям, начиная от Мазары Базекова, которые отстаивали интересы нашего народа перед верховными правителями нашего мирового Отечества, в мировом масштабе державы. Ведь Россия тогда имела огромный вес во всем мировом процессе, геополитических процессах. Даже при Мазары Базекова в 17 веке с ней считались во всем мире. И поэтому, когда передовые умы, гении народа отстаивали интересы, добивались по маленьким шажкам определенных прав, хотя бы открытия школы, возможности учиться местному населению и так далее. И это дать уважение ко всем этим людям, когда была принята новая Конституция Республики Саха-Якутия Верховным Советом 12-го созыва Якутской СССР, Михаил Ефимович и Верховный Совет тогда предложили, чтобы мы праздновали, и Конституция вступила в силу именно в день создания якутской автономии 27 апреля, сделав этот день для всех нас особым днем, днем торжества, справедливости, вступления в силу Конституции. И поэтому в этот день мы отмечаем две большие даты. Первое – это создание якутской автономии 1922 года и принятие Конституции, которая сегодня определяет основные векторы нашего развития, определяет основные правила, права, обязанности жителей республики, и формирование государственной системы. Поэтому это большой исторический день, и мы должны дать уважение прежде всего людям, которые стояли у истоков создания якутской автономии, создания современной республики в лице первого президента Михаила Ефимовича и его соратников, и всего нашего народа, который добился таких выдающихся успехов. Представьте себе, только в начале 20 века, когда была перепись, Наталья Николаевна подтвердит это, всего лишь 2% населения, всего, которое проживало на территории республики, а коренного 0,7% в 1917 году могли хоть какой-то знак поставить перед именем своим. А в начале 2000-летия всего лишь
менее чем за 80 лет наш народ удивил мир своими лучшими человеческими достоинствами, говорит Матвей Васильевич Мучин, образованностью, грамотностью, культурой, не только своей родной, а способностью играть мировую классику в своих сценах Русского драматического театра, театра оперы и балета, студенты Высшей школы музыки, покорившие весь мир своими уникальными произведениями классики Баха, Чайковского и так далее, умением жить в гармонии с природой, пришло к нам непросто. Это пришло благодаря тем людям, которые вели нас. И поэтому мы в этот день, День Республики, отдаем дань уважения этим выдающимся сынам, осмысливая тот пройденный путь, который мы прошли за эти годы. Поэтому я призываю всех жителей нашей республики и очень по достоинству отметить этот день, уважать его и чтить имена тех людей, которые стояли у истоков создания нашей государственности, нашей республики, ну и вообще в целом нашей республики и его истории. Вот что значит для меня этот день. Да, даты, которыми гордятся все якутяне. Наталья Николаевна, что для вас День Республики? Ну, для меня, для человека, работника, скажем так, архивного человека, наверное, это все-таки в первую очередь архивные документы, которые раскрывают вот все то, что сейчас рассказал Юрий Иванович. И, наверное, это документы тех личностей, которые внесли свой вклад в становление нашей республики. Вот сегодня я с собой принесла вот именно сборники архивных документов, которые издавал Национальный архив. Это как раз вот Максим Кирович Амосов, «Неизвестные страницы жизни и деятельности», Степан Максимович Аржаков, тоже «Страницы жизни и деятельности», да, и Сидор Никифорович Барахов вышел в 2 томах, потому что работ было очень много, они все были очень значимые. Ну, они чуть позже вышли, и Платон Алексеевич Аюнский, вот тоже в 2 частях вышла книга. Ну, на самом деле, Национальный архив хранит в своих стенах почти 1,5 миллиона единиц хранения, 1,5 миллиона, начиная с 1649 года, на 8 носителях и на 19 языках народов мира. Вот это богатство, в том числе вот документы, которые отложились в наших фондах, вот вошли, во-первых, в эти сборники, и на основе этих архивных документов мы сейчас пишем историю. Вот недавно прошло столетие автономии, соответственно, все мероприятия, они были основаны вот именно на архивных источниках. Не только нашего архива, но и федеральных архивов тоже. Поэтому для меня в первую очередь это наши архивные документы, которые вот раскрывают всю суть этой даты и тех личностей, которые вот стояли у истоков скажем так, вот, тех деятелей, которые вот в то время жили, работали во славу нашей республики. Дарья Николаевна, давайте вот в начале нашей передачи поговорим, конечно же, об исторических предпосылках вот, создания Якутской ССР. Ну, опять-таки, основываясь именно на архивных документах, мы можем сказать, что одномоментно в 1922 году республика, конечно, не сразу образовалась. Об автономии наши, тогда они назывались партийными большевиками, ставили вопросы перед нацием, перед Москвой, ставили вопросы об автономии, об отделении от Иркутской области, ставили вопросы уже начиная с 1920 года. Это вот совсем молодые наши парни, совершенно вот молодые. Да, например, Степан Аржаков было всего 21 год. И в 1921 году тогда наркомат национальностей Сталин назначил его заведующим якутской секцией. Именно эта секция должна была заниматься вопросами автономии. Ну, соответственно, почему мы их считаем вот всех 4, которые вот сегодня нам представлены, да, почему мы их считаем именно вот их отцами-основателями? Потому что именно они, начиная
вот насчет предпосылок, если сказать, начиная вот 16, 17, 18 года, они входили в нелегальные кружки, литературные, политические, которые, ну вот, сильные большевики. Это Ярославский, Сергожа-Никитса, Петровский. То есть они получили закалку, там они вот участвуют на митингах, на каких-то вот процессиях, на каких-то сходках, маевках, возможно, оттачивали свое ораторское, скажем так, искусство, да, вот вовлекать людей, да, призывать к чему-то. Особенно, вот, ну, конечно, это касалось, наверное, Максима Кировича и Аюнского, тогда Платона Слепцова. Вот. Вот по истечению времени и вот по выходу этих сборников мы, архивисты, пришли к совершенно четкому, ясному пониманию того, что они вместе, не по одному. Вот они были вместе, они были заражены одной идеей. И вот за эту идею они боролись, они с чистым сердцем, как говорится, с открытым забралом занимались всем этим. И вот по этим документам прямо наглядно видно, что Максим Кирович Амосов был лидером. И Сидор Никифорович Барахов был теоретиком, потому что у него очень глубокие статьи. И это... Ну, конечно, Платон Алексеевич, как основоположник нашей якутской литературы, он, конечно, был трибун. Вот трибун, да. И Степан Максимович Аржаков – это был практик, то есть человек дела. Поэтому, возможно, ну вот там и как раз книга получилась, ну, такая не очень толстенькая, скажем так, да. Ага, ну и вот в таком вот ключе, если их рассматривать, именно вот они, и почему еще они вот отцы-основатели? Потому что именно они попеременно возглавляли и, ну, скажем тогда, Якутский ревком, соответственно, еще, значит, партийную организацию, тоже попеременно. То есть один вот от начала до конца такого вот не было. Они вот заменяли друг друга, потому что кто-то из них выезжал в Москву. Например, Аржаков выехал вот учиться в коммунистический университет, да, и будучи там курсантом вот этого вот комуниверситета, вот он возглавил вот якутский отдел, да. Ага. И во время этих выездов, значит, оставшиеся в Якутске их сотоварищи, они были бесконечной, ну, тогда телеграммами переписывались, WhatsApp и телефонов, скажем так, не было, но тем не менее связь была. И вот они бесконечно переписывались, и вот лейтмотивом все время вот идет: отправьте такую литературу, найдите такую литературу. И вот я представляю, что вот они вот везли с собой не сокровища какие-то, а вот ими сокровища в виде книг. То есть они постоянно самообразовывались, хотя вот они потом, конечно, каждый из них окончил, например, Аюнский окончил Томский университет, Барахов экономический, ну, и так далее и тому подобное, но вот самообразование у них было совершенно вот на высоте, я считаю. Они бесконечно занимались, да. И вот были преданы своей идее. Вот это вот, да. Да. У нас вот сейчас телефонный звонок от наших телезрителей, радиослушателей. Здорово. Алло, ага, здорово. Здравствуйте. Максим Кирович Амосов сидливата, Георгий Георгиевич Колесов сидливата, он Гаврил Васильевич Ксенофонтов сидливата. Он Клингофта, инна, он Бахсырафта, инна, Бахларза, кем Колесов и кем Гаврил Васильевич Ксенофонтов автономный амбастыгына турсутра. Он Амосов бара тегнам маран Кириллов Хамарбаса еще рано ен кудук не терезети туталливата. Он волонтер, улуку коммунистер, кореяларынан баран этикапси гитти. Гаврил Васильевич Ксенофонтов тудан книгера чибаре. Шулбал архивтар Насалия Степановна
Степан Аллах тахабыкыны документ бар. Иркутская был культурная автономия, он поняк. Он агали киты. Все, спасибо за ваш звонок. Ага. На русском, ага. Ну, это нисколько не умаляет. Есть еще Веленский, есть еще Ефимов. И очень-очень много фамилий. Это нисколько не умаляет ни одного человека. Я просто говорила о том, что именно вот эти люди, они были в основном лидерами. А стояли у истоков, конечно, это в том числе, можно и сказать, даже вот очень много фамилий. Я не умаляю ни одного. Поэтому, ну, мы выпустили вот сборники документов, а вот последние сборники, ну, к сожалению, вот это пока... официальные должности, которые занимали. Они вот занимали должности, первые должности, например, председателя СНК, секретаря Якутского обкома попеременно, да, поэтому вот они являются, да, действительно, на самом деле для лидерами. справедливости ради, я говорю о Сеище Ксенофонтове, надо тоже, наверное, сказать, что все-таки это тот был, конечно, выдающийся, ярчайший представитель народа Саха. И сейчас новые имена мы, как говорится, потихоньку открываем. И, например, Иван Николаевич Винокуров, о нем тоже очень долго не говорилось, да. Тоже вот наши сотрудники выпустили книгу. В общем, ну, много. Поэтому нисколько никого мы не умаляем. Просто мы сегодня говорим именно о тех людях, которые возглавляли нашу республику в самом начале. Да, но здесь вот если взять риторику задавшего вопрос, я понимаю, вот он хангаласский, и за хангаласское переживает, и это правильно, это хорошо. Вот, например, даже официально вот Степан Максимович Аржаков, он же одним из первых, в том числе, он вообще озвучил и возглавил при Народном комиссариате у Сталина в Москве якутское отделение. Можно его вообще фактически назвать даже первым представителем Республики Саха-Якутия в Москве. Можно, в том числе, так тоже можно риторику вести, но есть понятие официальных документов, официальных должностей, которые вот историческая наука как таковая воспринимает, поэтому и даже Степана Максимовича порой и не упоминают как одного из отцов-основателей республики, такое есть, но вот как и Наталья Николаевна справедливо сказала... В этом году 125 лет исполняется Степану Максимовичу Аржакову, поэтому я думаю, что очень много усилий мы должны отдать, чтобы, во-первых, все имена были для исторической справедливости, ну и Степана Максимовича Аржакова тоже надо очень внимательно изучать, говорить, потому что это был очень грамотный человек, большой хозяйственник, один из человек, который получил высшее образование, это очень важно. Но здесь также еще необходимо сказать трагическая судьба этих людей, и незаконно были они репрессированы, как и говорил Васильевич Ксенофонтов, ученый с большим именем, который первый теоретически доказывал в своих трудах. Он человек с высшим образованием, даже написавший диссертацию, Уран Хай Сахалар, большое его произведение, где он говорил о происхождении народа Саха, это фундаментальнейший труд. До сих пор, является одним из таких. Очень сказали о нем, потому что он тоже был незаконно репрессирован, даже ксенофонтовщина вот такая была большая, нехорошая приставка, и надо дать должное Михаилу Ефимовичу, который добился, кстати, сегодня 30 лет указу президента Российской Федерации, который восстановил справедливость и вернул имена наших выдающихся сынов. Этот указ называется «О восстановлении справедливости в отношении репрессированных 20-30-е годы представителей якутского народа». 26 апреля 1994 года указ номер 834 вышел. Исторический указ. 30 лет этому указу. И сегодня Олег Григорьевич Сидоров проведет большой круглый стол с международным участием об этом документе, чтобы, не дай бог, никогда подобное не повторилось в истории нашей России.
Мы буквально сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся к нашей беседе. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». Мы в прямом эфире. И завтра, 27 апреля, якутяне отмечают День Республики. У нас сегодня в гостях Юрий Иванович Семенов, руководитель Николаев-центра библиотеки и архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, и Наталья Николаевна Малышева, заместитель директора Национального архива Республики Саха-Якутия. Наталья Николаевна, в стенах Национального архива Якутии открылась мультимедийная выставка под названием «Они основали Якутскую АССР», посвященную государственным деятелям, чьи имена навсегда вошли в историю нашей республики. Расскажите, пожалуйста, про выставку, где мы ее можем увидеть. Ну, традиционно Национальный архив каждой большой памятной дате, юбилейным мероприятиям готовит выставки. Раньше это были выставки подлинных документов, потом фотодокументальные, а сейчас, в ногу со временем, у нас виртуальные выставки, мультимедийные выставки. В содружестве с Музеем «Россия. Моя история» мы подготовили большую хорошую выставку по жизнедеятельности Максима Кировича Амосова. Как раз дни Якутии, культуры и дни Республики Саха-Якутия идут в Казахстане, уже завершаются. Да? И в рамках этих дней, на самом деле, в городе Петропавловске, Северо-Казахстанской области, должна была открыться мультимедийная выставка, посвященная Максиму Кировичу Амосову. А поскольку Максим Кирович в 1932-1937 годах работал в Казахстане, и он был первым руководителем Северо-Казахстанской области. А после, объединения, разъединения областей. И в прошлом году я была там тоже с выставкой, выступали мы, 125-летию Максима Кировича Амосова. И нам было очень приятно и отрадно видеть, что в Акимате, это как администрация, галерея руководителей, и первый портрет нашего Максима Кировича Амосова, потому что он был первый руководитель этой области. Понимаем масштаб нашего Максима Кировича, который был деятелем 3 таких нашей республики, Казахстана и Киргизии. В Киргизии он стал секретарем ЦК Компартии. Это наивысшие, прямо сейчас как президент, скажем так, да. Поэтому на этом как-то кажется, что такие совершенно молодые, если взять, когда они основывали республику, им было 21, 22, 27, 24, Аюнского чуть больше 25 лет, и к 40 годам Максим Кирович стал уже маститым, уже таким очень опытным, во-первых, лидером, во-вторых, он уже понимал, почему например, в Киргизии он о эпосе Манас провел несколько заседаний ЦК Компартии. Это же он понимал, что это через культуру, через это идет национальная, И он защищал даже отца Чингиза Айтматова, поэтому это все неспроста, потому что он уже это нашей республике, когда основывался, и на этом он в Северо-Казахстанской области тоже очень много было проведено им работы, совершенно за такой, на самом деле, короткий век. И на самом деле сохранились документы. И Сауле Зейнулиновна Маликова, к сожалению, эта выставка у нас в Петропавловске не состоялась, поскольку там паводок такой, ЧС случилось, поэтому все мероприятия Петропавловские были отменены. Но, тем не менее, архивист тоже, директор Североказахстанского архива Сауле Зейнулина Маликова организовала, просто так очень быстро организовала выставку, посвященную Максиму Кировичу Амосову в Астане.
И эту выставку посетили вот наши руководители. Айсен Сергеевич был, наш министр культуры Афанасий Иванович Ноев был. В общем, ну и я так поняла, Александр Николаевич Жирков были, ознакомились с этой выставкой. И вот в прошлом году нами было подписано соглашение между Североказахстанским государственным архивом и Национальным архивом Республики Саха-Якутия. И вот наше сотрудничество продолжается. Мы сейчас уже подумываем над тем, они создают личный фонд Максима Кировича в своем архиве, и мы уже сейчас подумываем о том, чтобы, возможно, издать книгу о деятельности Максима Кировича в Казахстане. Вот все, что с ним связано, ну, Сауле Зейнуллиновна очень даже рада и готова. Вот. У нас еще один телефонный звонок. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я вопрос задать по-якутски или Сахалыйды. Сахалы, да? Ага. Мен бо элегине истелромон Максим Кирович Амосов. У нас вопрос возникает. Казахстанга ду, Киргизияга ду. И тебе автономуксонрunu бастамы Торжникидзе площади денегин бар дети аттарынан бартабаллар. Кене атынан туған мәндік болосаттар, улусалар аттар еңірелебеттер ду. Ден ыйтық тұнбағарам, ити дойдыларға Казахстанға, Киргизияға. Мақтал. Мақтал, ага. Интересный вопрос. Да. Есть. У нас наш слушатель задает вопрос. Вот деятельность Максима Кировича Амосова, о котором Наталья Николаевна раскрыла очень подробно, который провел большую плодотворную работу, в том числе защищая культурные, духовные интересы казахстанского народа. И вот наш зритель спрашивает, есть ли благодарность этих народов на примере нашей республики? Много таких площадей, памятников, посвященных выдающимся людям, но как, например, Орджоникидзе и так далее. В Казахстане есть. Вот, в Казахстане есть, да. В Петропавловске есть мемориальная доска, есть улица имени. И сохранились все те дома, в которых он работал, где проживал. Поэтому бытность, когда мы в прошлом году были, нам это все показывали, и на самом деле память о нем сохраняется. И в таком самом большом краеведческом музее есть тоже стенд, на котором портрет Максима Кировича тоже имеется. Поэтому и памятник есть. И памятник есть. И в Киргизии тоже поставлен памятник, и есть улица. Надо сказать, кто добился этого. Да. Ну, в основном это, думаю, что большая заслуга в этом Александра Николаевича Жиркова, да, который целенаправленно, планомерно работает по этой теме. И на самом деле вот архивисты в свое время выезжали в Казахстан и в Киргизию, наладили очень хорошие связи вместе с Леной Максимовной Амосовой. Александр Николаевич Жирков в этом плане провел огромную работу, в том числе он с Егором Афанасьевичем Борисовым был инициатором разработки, написания большого 3-томного издания «Истории Якутии». Первый такой сбор сочинений был 1953 годов, и вот спустя больше чем 50 лет, благодаря вот личному редакторству, участию Александра Николаевича Жиркова вышел такой большой фундаментальный труд, и в международных отношениях тоже он сделал очень много, не только вот по увековечиванию нашего героического посола Онхо, который переведен на несколько языков народов, в том числе вот последний год Александр Николаевич очень много занимается, десятилетия, и вот Максим Кирович Амосов. Здесь вот я что хочу сказать. Это ведь с большой гордостью надо воспринимать это, гордиться, что вот якутский человек, который родился, вырос здесь, на Намской земле, вот сделал столько дела для других народов нашей советской страны. И здесь надо сделать большой вывод. Вот культура, вот именно духовность, культура всегда была в основе развития любого народа, потому что Максим Кирович именно защищал в том числе вот это. И здесь, наверное, надо сказать, что вознаменование Дня Республики, ведь мы не только называем эти имена, мы вообще говорим о вехах развития нашей республики. Вот как я сказал, от малограмотного
темных времен начала 20 века сделали мощнейший прорыв развитию, поголовно став грамотной республикой. У нас появились школы, больницы, но здесь надо дать должное. Я всегда об этом говорю великому русскому народу, о котором Алексей Алексеевич Кулаковский писал. Именно в единстве, дружбе с русским народом мы найдем развитие. Если бы 200 лет назад, он писал в начале 20 века, к нам пришли бы японцы, китайцы из Америки, то мы давно бы сгинули с этой земли. Я на примере своей учительницы Алины Михайловны Прошиной, которая в 60-х годах, 19-летняя девушка, закончив Курское педагогическое училище, приехала холодную, насквозь промерзшую якутскую землю, в далекие Угуляцы, где больше 200 человек жило, и 40 лет посвятила жизнь учительству, воспитав таких якутов, как я, в том числе, дав образование. Мы должны быть очень благодарны им, то, что они по всей нашей республике, будь это Абыйская земля, Мома, Вилюй, Нюрба, по всей республике приезжали эти патриотичные. Вот это тоже Советский Союз подарил. Русский народ подарил нам православие, подарил нам университет, подарил нам свою культуру в том числе. И не зря мы советскому периоду должны быть очень благодарны. Семен Данилов замечательно писал, ведь русский язык нам в том числе подарили. Ключ ко всем наукам я имею, со всей вселенной я знаком, потому что я владею всеохватным русским языком. Поэтому мы имеем возможность учиться. Тысячелетиями русский народ копил эти знания и передал, ведь мы имеем доступ к этому. Это тоже мы должны с большим уважением относиться. Но, как завещал Максим Кирович Амосов, стержнем держать свою родную культуру, свой родной иетл, мать язык свой, да? И это продолжил еще и Михаил Ефимович Николаев в своем деле. Поэтому те руководители, которые будут понимать преемственность, никогда не будут искажать историю, те смогут добиться таких колоссальных результатов в развитии своей республики, своего народа, ну и чтоб народ помнил их. Ведь мы же помним не только великих людей, но мы и помним тех, кто сделали нехорошие поступки, в том числе комиссия, возглавляемая Полуяном, который вот сделала выводы неправильные и репрессировала нашу якутскую интеллигенцию. Спасибо, Юрий Иванович. Наш президент Владимир Владимирович Путин заявил, что для него распад СССР – это вот трагическая веха в истории России. На тот момент государство утратило практически 40% территории. И в том числе и производственных мощностей, и населения, а также того, что нарабатывалось в течение практически 1000 лет. Как распад СССР повлиял на Якутию? Во-первых, надо здесь сказать, что мы абсолютно солидарны с нашим лидером Владимиром Владимировичем. Огромная страна, дружная семья. Ну, представьте себе, вы живете в семье, и в одночасье, оказывается, кухня кому-то принадлежит, зал 3, 4, 5 и так далее. Это страшная трагедия. А что это означало для Якутии? Вы представьте себе, что в начале 90-х годов все предприятия здесь были союзные либо российские. Якутии принадлежало лишь 4% собственности. Это ЖКХ, котельные, БТИ и так далее. А все остальное было союзное, промышленное, золото, газ, нефть и так далее, и либо российское. То есть мы фактически остались без ничего. Это во-первых. Во-вторых, мы полностью были зависимы от северного завоза. Но, извините меня, ни пшеница, ни рис, ни гречка, ни все остальное здесь не растет. А северный завоз надо делать. И поэтому, на самом деле, вот той плеяде руководителей нашей республики, в том числе во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, стояла огромнейшая, сложнейшая проблема, как обеспечить элементарно продуктами питания, чтобы горючее смазочным материалом, углем, мазутом, чтобы в холодной якутской зиме просто-напросто не замерзнуть. Потому что северный завоз – это большой страшный вопрос. Поэтому распад для нас был большой трагедией, но для большого нашего человеческого счастья руководителем нашей республики тогда стал Михаил Ефимович, который первым, между прочим, заявил о том, что
он понимал, он чувствовал, и соратники подсказывали, что идет определенные процессы в политическом кризисе, в руководстве нашего союзного государства тогда, и он говорил, что несправедливость в отношении к автономным республикам, он это в Верховном Совете в 89-90-х годах говорил, что республика Саха-Якутия, производящая продукцию более чем на 4 миллиарда долларов валютой, с которой даже не сопоставимы с союзной республики, прибалтийские, которые фактически ничего не производят, да, мы не имели никаких прав. Это говорит о том, что опять-таки неправильное отношение, поэтому надо дать статус. То есть Михаил Ефимович еще тогда, будучи председателем Верховного Совета, Якутская ССР вел большую работу по восстановлению справедливости, прав именно вот нашей республики. Это большая планомерная работа была, но, к большому сожалению, Советский Союз распался, и начался парад суверенитетов, и тут мы не были первыми. Алексей Алексеевич Кулаковский говорил, не надо бежать вперед, надо смотреть. Мы пятыми приняли декларацию о государственном суверенитете республики, причем тоже Михаил Ефимович и его соратники очень грамотно тогда выступили, сказав, в составе Российской Федерации. Татарстан сказал, ассоциированный член Российской Федерации. Башкортостан, сами знаете, чеченский кризис, который трагедия для всех народов нас, тоже вы прекрасно знаете. И здесь начался большой процесс. С советской стороны нету, государство фактически развалилось. Как жить, как хозяйствовать на этой земле? Законов нету, не работают и так далее. И тоже Михаил Ефимович одним из первых, Борис Николаевич это говорил, он один из тех 5 людей, которые спасли Россию от распада, предложив в том числе подписать федеративный договор о разграничении полномочий, где бы четко и ясно было понятие, за что отвечает Российская Федерация, за что отвечает Республика и так далее. И мы одним из первых в 90-х годах подписали это большое соглашение. Надо сказать для справедливости, 27 сентября 90-го года мы приняли декларацию о государственном суверенитете. Но еще раз хочу сказать, именно в составе российского государства, это очень важно сказать, мы никогда не говорили, что мы уходим куда-то. Все политические спекуляции. 30 января 92 года принимается закон о государственном собственности Якутской Саха-ССР. Это большой исторический документ на основе декларации. Подписывается 31 марта федеративный договор между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия в Кремле. Тоже большое историческое событие, которое не просто разграничило полномочия, а определило, что республика является владельцем тех-то, скажем, собственности, природных ресурсов и так далее. И апогеем всего этого стало принятие Конституции Республики Саха-Якутия, которая делалась под председательством Михаила Ефимовича Николаева. Но, надо сказать, Михаил Ефимович был еще членом большой рабочей группы и разработки Российской Конституции. Российская Конституция будет принята в 1993 году. Мы очень ждали этой Конституции, тогда говорили. Да. К сожалению, наше время истекло. Спасибо вам большое за эфир. До новых встреч. До новых встреч.